Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і нарэшце мы дачакаліся і нас дачакаліся, і мы вось разам будзем зараз у эфіры са спадарняй Розай Турарбекавай, эксперткай па міжнароднай палітыцы. Добрый дзень, спадарня Роза. Добрый день, Зміцер. Спадарня Роза, я да вас як да мало того, што эксперткай па міжнароднай палітыцы, так яшчэ і чалавекам, які добра знаецца у палітыцы, што там адбываецца на ўсходзе, на гэтым таямнічым усходзе. Давайте тым больш, што зараз усход, а дакладней Кітай неяк так прыйшоў на у наш рэгіён. Маецца на ўвазе прыезд дэлегацыі зараз у Мінску з Лукашэнкам сустракаўся кіраўнік этой дэлегацыі, сябра палітбюро кампартыі по Китаю. А вось буквально 15, здаецца, верасня тут у Варшаве міністр замежных спраў Китая Ван І сустракаўся з кіраўніцтвам Польшчы. Спадарня Роза, що ж такі і першы візіт, і вось цяперашні візіт у Беларусі кітайскай дэлегацыі, наколькі гэта мае звязанне з сітуацыяй на беларуска-польскай мяжы, наколькі гэта ўсё ж таки крытычная сітуацыя для Китая, што яны вот кінуліся з двух бакоў спрабаваць гэтую сітуацыю разруліць. Як вам гэта бачыцца? Што гэта для Китая? Па-першае, трэба разумець, што вось калі мы з вами гаворым пра візіт Ван І у Польшчу, то гэта звязана з закрыццём мяжы, ну вось дакладна. Калі мы з вами будзем зараз размаўляць пра візіт такого партійнага босса, таму што ён ўсё ж таки не мае государственной дзяржаўнай пазіцыі, я маю на ўвазе урад Китая. Ён, па-першае, мае пазіцыю у камуністычнай партыі Китая. Это ўсё ж таки розныя рэчы. То тут я таксама не бачу такой прямой сувязі з гэтым крызісам, но я так меркую, што праз гэтага Ли Си, гэта імя і прозвішча гэтага партыйнага боса, передано некое сообщение, нечто такое, что як бы он выполняет некую функцию пераможчыка у гэтым сэнсе. Но ён выполняе его гэтую функцию, ён не выполняе, не выконвае ее афіцыйна, потому что ён насамрэч не з'яўляецца ни міністрам транспорта, ни міністрам замежных спраў вось у гэтым сэнсе. Это па-першае. Па-другое, ну ўсё ж таки, калі мы з вами будем разважаць про то, як пабудавана кітайская палітыка, так вось з майго пункту гледжання, па-першае, ён перадае некае месседж некі ад кітайскай стараны наконт таго, што трэба зрабіць, каб гэтую мяжу адчынілі ўсё ж таки. И я так думаю, что вось недаром, что вось Лукашенко про это стал разважать публично, он стал перекладывать вину на польскую сторону, и именно в это время он стал об этом говорить. Потому что он готовился к переговорам, в том числе и с этим Ли Си. Ли Си, по всей вероятности, выполняет не свойственную себе функцию, но он ее выполняет, и я думаю, что там он уполномочен вести вот такой очень, как это сказать, деликатный разговор. С одной стороны, он ничем не, как это сказать, не отягощен, потому что он не является министром прямо отраслевым по тому вопросу, который интересует. С другой стороны, я думаю, что он как раз-таки может вести подобного рода переговоры, которые включают в себя очень разные и такие политически ангажированные темы, связанные и с политзаключенными, и с иммигрантами, и с этим политическим кризисом в отношениях Беларуси и Польши. Я думаю, что вот поэтому так это и делается. И, конечно, было бы интересно узнать, что именно передали Лукашенко от Си Цзиньпиня, но я думаю, что
передали, как это сказать, неудовольствие относительно этой ситуации. Втирать, извините меня за выражение, очки китайским товарищам навряд ли получается, потому что они прекрасно понимают, что в общем и целом в этом ключи от решения этого кризиса все равно лежат в Минске и в Москве, а не в Варшаве. Они это поняли. Потому что, как мы с вами неделю тому назад говорили, в Варшаве выкатили вот этот лист, да, буквально требований, но в нем нет ничего, как это сказать, неожиданного. И этот лист уже давно формировался, этот список требований давно формировался. Если вспомним визит Дуды в Пекин, как раз он говорил о том, что происходит на границе, и про Почобута, и про мигрантов, и про то, что вот такая существует угроза, и что они могут закрыть, если все это не решится. И китайская сторона, по всей вероятности, пыталась каким-то образом повлиять на Лукашенко, чтобы эта ситуация изменилась. Но, видите, ситуация, она на какое-то время стала лучше, потом стала снова хуже. Тут учения, тут продолжение, как это сказать, захвата заложников фактически, да, я имею в виду последний, да, арест монаха, которого там, в чем там, шпионаже его, да? Да, шпионаж, причем за это Захад 2025, вот там как раз-таки за гэтым. Дарэчы, гэтага монаха польская Гжегожа Гавела наши праваабаронцы прызналі палітвязнем. Палітзневоленым. Так, я бачила гэтую навіну. Вось. І я так зразумела, што кітайцы сейчас яны знаходзяцца ў пошуках такой формулы, якая бы спрыяла бы адчыненню мяжы, таму што зачыненне гэтай мяжы вельмі балюча не толькі для Китая, но і ўвогуле для всей Евразии, таму што праз Польшу и Беларусь идет великий транспортный коридор сухопутный, самый великий транспортный коридор, якой звязывая усход з Запада, Китай з Європой, я маю на увазі сухопутний, так? І альтернативи йому нема. Я маю на увазі континент, я маю на увазі сухопутні коридори. Альтернативи йому нема. Вось гэта вельмі балюча. Это па-першае, па-другое, таксама трэба зняць вот эту напружанасць, якая зараз ёсць паміж Еўропай і Расіяй у кантэксце гэтых дронаў і нават тих самых самолетаў, таму што ўсё это ввогуле раждае такую атмасферу, калі мяжа не будзе адчынена. Не будзе. Вельмі доўга можа гэтае пытанне вырашацца. І, на жаль, нават даже не глядзячы на тое, што зараз робяць якія заявы гэтыя польскія так кампаніі. Я вам таксама магу казаць пра тое, што гэта ввогуле не то чтобы это прогнозируемая была ситуация. Я хочу сказать, что на сегодняшний день, скорее всего, польские автоперевозчики очень сильно страдают. Я, например, видела своими собственными глазами, как сейчас меняется грузопоток. Он меняется, я имею в виду, сейчас грузопоток пошел через Литву, и сейчас я так понимаю, судя по тому, что я видела просто своими глазами, какое количество сейчас литовских фур задействовано для перевозок. Потому что, как вы понимаете, единственная граница, которая открыта более или менее, это литовская граница. Для грузоперевозок я имею в виду в первую очередь фуры. Вот, поэтому я думаю, что польские автоперевозчики сейчас начинают терять, они находятся в минусе. Литовские перевозчики, автоперевозчики сейчас в плюсе, потому что у них открылась небольшая возможность заработать на изменении вот этого грузопотока, но он не может заменить собой железную дорогу. Это совсем другие масштабы, совсем другие размеры торговли. Поэтому в целом, конечно, это очень экономически сильно ударило по торговле между Европой и Китаем, но это тот случай, когда мы с вами видим, что политика и безопасность, самое главное, выходят на первое место. И я вынуждена сказать всем тем заинтересованным лицам и сторонам, которые сегодня думают о том, что граница должна открыться вот-вот, и очень бы хотелось, и что экономика изменилась.
И это закрытие границы, чем дальше ситуация развивается, тем менее возможным открытие ее становится. Вот так. Вот это такая логика секьюритизации. А то, что секьюритизация сейчас развивается прямо на наших глазах, извините, утро начинается с сообщения о том, что аэропорты Копенгагена, Осло, по-моему, Стокгольма, были закрыты, потому что появились беспилотники. Вчера это были самолеты на воздушном пространстве Эстонии. Сегодня это уже Дания, Швеция, Норвегия. Что будет завтра? И в этих условиях обстоятельства для открытия границы с Беларусью, они не улучшаются, они ухудшаются. Мы вернемся до китайской темы, але у працяг просто вот этой темы памежнай з'яўляецца інфармацыя про тое, что рыхтуецца уже конкретно до закрыцця сваёй мяжы Латвія, і літоўцы ўжо как бы прынялі ўсе адпаведныя і разаслалі рашэнні па памежных службах, калі, пры якіх умовах нават іх рашэннем можа быць цалкам перакрытая мяжа. Потым там у сейме, там ва ўрадзе будуць вырашацца, правільна, неправільна паступілі, адкрываць, не адкрываць ізноўку, але факт ёсць факт. Прынятыя уже установки прописали, вот раз, два, три, коли это здараецца, можете тут же все закрывать. Про что это сведчыць? Вот эта секьюритизация, она и есть в действии, когда силовые ведомства, ну, такие как, например, пограничные службы, это тоже силовое ведомство, когда они получают экстра, как это сказать, привилегии, да, экстра полномочия действовать в таких случаях самостоятельно. Это означает, что вот эта вот, как это сказать, конфронтация уже почти что, да, она вступает в новую фазу, конфронтация между Европой и Россией. И в этом раскладе Беларусь оказывается, конечно, на стороне России волей-неволей. Вот, хотя есть определенные там, как это сказать, зазоры небольшие совсем, это американцы демонстрируют, но ситуация не становится лучше, нет разрядки, наоборот, растет напряжение. И буквально за последнюю неделю оно возросло многократно. То есть это говорит о том, что Европа на сегодняшний день в вопросе открытия границы с Беларусью, они, скорее всего, будут руководствоваться соображениями безопасности, нежели чем экономической целесообразности. Вот обратите внимание, я, например, думала о том, что в этом случае Германия будет выступать вместе с Китаем за открытие границы, потому что, естественно, что наиболее важными странами, которые задействованы в торговле между Европой и Азией, это Германия и Китай. Но это прямо откровенно. Если там смотреть, да, объемы торговли, это становится очевидным. Понятно, что кроме Германии в Европе полно стран, которые торгуют с Китайской Народной Республикой, но вот основными такими экономическими, да, гигантами, торгующими между собой, является в Азии, это Китай, в Европе это Германия. Казалось бы, Германия должна была быть заинтересована в том, чтобы сделать все для того, чтобы каким-то образом повлиять на Польшу, чтобы она открыла межу. Ни одного заявления с германской стороны я не слышала вообще. Возможно, я что-то пропустила, поправьте меня, пожалуйста. Если этих заявлений нет, значит, есть какой-то либо внутренний консенсус по этому поводу, либо идут, как это сказать, закулисные переговоры, которые не афишируются, но они пока не имеют никакого публичного выхода, да, эффекта. Поэтому говорить нам очень сложно. Але выбачайце, что перабіваю, у меня учора была размова у тым ліку і на гэтую тэму с Юрыем Дракахрустам, і ён как бы зайшоў с другога боку, дакладней у яго стакан быў напоўнены з іншага троху, і ён кажа, але ж і нема выказванняў падтрымки дзеянняў Польшчы з боку Евросоюза. Ніхто не сказаў там ці Брюссель, ці Берлін, там ці Париж, что мы с вами, поляки, вот у этой ситуации до конца.
нема солидарности публичной. Я с ним згодна в этом сенсе. Но проблема тут как раз-таки возникает в том, что нет ни того, ни другого. И вопрос заключается в том, что а какова тогда истинная позиция, да? И мне кажется, что этой истинной позиции, четко сформулированной, ее просто нет. И в этих условиях у поляков карт-бланш. Если бы там это произошло хотя бы год назад, я практически уверена в том, что Польша бы не получила бы такой, не то чтобы карт-бланш, она бы не получила такие условия, при которых бы она могла принять такое решение, при этом фактически, обратите внимание, бессрочное. Бессрочное, потому что когда они говорят, когда прекратятся атаки на границе, это значит, что Польша не берет на себя никаких обязательств по поводу сроков открытия границы. Вот в чем дело. И самое главное в этой ситуации, что логика развития событий этого процесса такова, что дальнейшее открытие границы становится все менее и менее возможным, именно потому, что появляются новые негативные факторы, которые отягощают это. Они говорят, вот там на границе дроны, да, вот там это самое. И самая Северная Европа тоже получает и дроны, и вторжение, да, в воздушное пространство. Нет никаких, как это сказать, позитивных сигналов, которые бы облегчали бы вот этот вопрос и ставили бы вопрос о том, что, ну, может быть, хватит уже, давайте уже откроем границу, да. Все-таки там с двух сторон и тягники стоят, и фуры стоят, и торговля стоит, и китайцы вот приехали, сюда приехали, туда приехали. Нету. Нету ничего позитивного, что мы могло бы подвинуть этот процесс в сторону открытия границы. Вот я о чем говорю. Дарэчы, кароткі момант, можа вы мне патлумачыце. Зараз вот мы бачым гэтыя там те ж самыя беспілотнікі над краінамі паўночнымі. Мы бачым самолет над Эстоніяй, мы там хоць там что там бы не гаварылі там с Москвы, что ой, тоже мне понимаете, радам пролечелі, яны так уже напалохаліся. Але ўсе ж выдатна разумеюць, что гэта расійскія, все залетать. А чамусьці мяжа с Калининградской областью не зачиняется? Ну, выполнение обязательств пока еще продолжает оставаться, видимо, как это частью этой культуры. Я думаю, что в этом смысле пока вот, как это сказать, кризис не дошел до той точки, когда встанет вопрос о закрытии границы с Калининградской областью, потому что это будет провоцировать Россию на еще более рискованные действия и акции. Тем более, как вы помните, какова была тема учения «Запад-2025», как раз именно связанная с Калининградом. Поэтому, ну, по тонкому льду. Европа идет по тонкому льду сейчас, очевидно. Дарэчы, вось пра гэтыя навіны і магчымасці і верагоднасць закрыцця яшчэ і латвійскай і літоўскай мяжы, фактычна закрыцця цалкам беларусаў вось за гэтай сцяной. Я такое просто чуў крык беларускай душы, якія сказалі, што вы ўсе дзверы зачыняеце, вы возьмите яшчэ і гранату туды, кіньце і закрыйце дзверы. Что, мовляў, ну, не думают зусім про белорусское громадство. Не думают, потому что думают в первую очередь про свое громадство. Не думают. А почему они должны думать про белорусское громадство? Встречный вопрос. Про белорусское громадство кто должен думать? А он думает? Он думает? Он думал, когда устраивал миграционный кризис, он думал, когда устраивал пиратский захват самолета Ryanair, он думал тогда, когда привечал у себя ЧВК «Вагнер», которым угрожали, как говорится, Европе, он думал, когда встал вопрос о размещении тактического ядерного оружия, он думал, когда вставал вопрос о том, чтобы проводить учения «Запад-2025», по такому сценарию. Он думал, когда проводил собственные там учения и сборы на границе с Литвой. Это было в прошлом году, я напомню. Уже не говоря о захвате заложников, о захвате там граждан Польши, Литвы, других европейских стран. Он думал,
вопрос ответственности в первую очередь лежит на том, кто контролирует территорию страны. Он принимал эти решения. Сегодня Беларусь рассматривается как территория, с которой исходят множество гибридных угроз. Ну, как поляки заметили, последней каплей для них это стал захват в заложники этого монаха. Но это была последняя, что называется, капля. До этого были, я напомню, закрытие польских школ, разгон польских общин, захват руководства польских глав польской диаспоры, уничтожение польских военных кладбищ, отмечание 17 сентября. Все делается для того, чтобы раз и навсегда испортить отношения с Польшей. Чему удивляться тогда? Должно ли думать польское, литовское, латышское правительство о белорусском громадстве? Должны ли они думать? Или они все-таки должны думать о собственном, о громадстве? О безопасности собственных стран. Как вы думаете, какой должен быть приоритет? Крики души – это, конечно, понятно, но рационально, к сожалению, ситуация решается так. Вопрос, когда был поставлен о секьюритизации ситуации в регионе, этот вопрос, если говорить белорусско-польская, белорусско-литовская, белорусско-латышские границы, это вопрос миграционного кризиса 2021 года. Кто поставил так вопрос? Кто открыл безвиз странами Азии и Ближнего Востока для того, чтобы организованно вез на границу их? Это было только начало. Про соучастие в войне молчу. Про все остальное молчу. Ну и вишенка на торте – это, конечно, еще размещение орешника на территории Республики Беларусь. Как вы думаете, должны ли польское, литовское, латышские правительства, эстонские, сейчас в этот момент думать о белорусском обществе? Нет, они думают о своих обществах. Они выполняют обязательства в отношении своих граждан. На первом месте у них безопасность их граждан. По-моему, это логично. Так чья же забота должна быть безопасность и благополучие белорусских граждан? Чья это ответственность? Ну, там зато стабильность, чистота на улицах и чистое небо, что, правда, апошнім часам под сумневом, мирное небо, но как-то да. Было чище когда-то. Я думаю о том, что, собственно говоря, как-то там бойся желаний своих, да. Лукашенко же хотел, чтобы белорусское общество было подальше от Европы, да. Хотел же. Вступал в евразийские организации, заявляет о том, что о близости Беларуси там с Китаем, с Пакистаном, про Россию я вообще уже молчу. Так и я думаю, вот оно, желание-то исполнилось. Словы ж яны как бы не вераб'і, як он сказал, что я Беларусь за цивилизованным светом не поведу. Вот он, да, путь там особый. Але спадарня Роза, ўсё ж таки вяртаюся да тэмы Китая. Калі гэты калідор для іх важны, калі для іх важна, хай сабе там не ўся адчыненая мяжа, Китаю таксама, відаць, плеваць на беларускае грамадства, але по крайней мере, каб ЖД вось гэтыя пункты былі адчыненыя і таварныя перавозкі працягваліся. Ёсць у іх цікавасць. Мы ж толькі чуем про тое, что там і Москва с Путиным залежаць ад Пекіна і там слухаюцца, что дядя Сі скажа. Ужо не кажучы про Лукашенко, які там готовы лётаць по першаму сігналу ў Пекін там і ўсё, што хочаш рабіць. А тут атрымліваецца, яны не могуць націснуць на гэтых вось сваіх, васалаў, не васалаў фактычна, але як, каб яны зрабілі тое, што задаволіла Польшчу, і тая адкрыла мяжу. Начнем с того, что я не поддерживаю такой дискурс относительно Путина, отношений между Россией и Китаем. Не поддерживаю. Я не считаю, что Путин является, как вы там говорите, вассалом. Да. Его зависимость от Китая является не такой, критической. Хотя, конечно, в условиях обхода санкций, получения там разного рода
технической помощи для российской армии и в целом там продукты там, и товары китайские. Вот. Но это не та степень зависимости, которая бы заставила Путина на сегодняшний день изменить свою политику. Это первое. Второе, что касается Лукашенко, степень зависимости Лукашенко от Путина значительно выше, чем степень зависимости Лукашенко от Китая. А в условиях, когда он должен в первую очередь координировать свою внешнюю оборонную политику с Путиным, при этом хочет диверсифицировать торговлю и экономические связи с Китаем, когда встает вопрос о том, кто главнее, для него Путин главнее. Для него Путин главнее. Вот, поэтому здесь, как это сказать, сетка зависимости и взаимозависимости, она выглядит совсем по-другому. И вот эти вот популистские, если не сказать более того, да, достаточно непрофессиональные рассуждения относительно того, что Россия зависит от Китая, и поэтому Путин будет слушать Си Цзиньпиня, степень его зависимости не критическая. Особенно учитывая то, какие цели перед собой ставит Путин. И на что он решился? Он решился на откровенное прямое противостояние с Западом. И то, что он сейчас делает, он, ну, как-то сказать, он задевает буквально НАТО, он пробует свои силы, он щекочет им нервы. Это все очень похоже на то, что делалось Советским Союзом во время Холодной войны. Очень похоже. Все эти инциденты, все эти неожиданные вторжения в воздушное пространство. Это очень похоже на то, что делалось во время Холодной войны. И я хочу сказать, что там как бы методички старые работают, там не только методички, там и инструктора те же самые. Они воспитаны в духе Холодной войны. Вот посмотрите, кто сейчас находится у власти и чем они, как это сказать, оперируют, да. Это все очень похоже на то, что делалось в период Холодной войны, особенно когда возрастала напряженность. Там, например, после 1979 года, после советского вторжения войск в Афганистан, после того, как завершился период разрядки напряженности, вот весь этот период, начиная с 1979 года и вплоть до 1985 года, когда Горбачев пришел к власти, вот эти 6, там, может быть, чуть больше, даже 7-8 лет, то есть пока американцы не убедились в том, что на самом деле политический курс Советского Союза меняется, что новое политическое мышление Горбачева – это не очковтирательство, потому что американцы прекрасно знают, что такое, какая бывает внешняя политика у Советского Союза-России, да, вот, пока они не убедились. Вот это вот примерно где-то в районе 7-8 лет, это был период, когда вот такого добра, в кавычках, было в включая сбитые Боинги вместе с пассажирами, например. Даже такое было. Ну да, атрымліваецца, что Китай как бы не ўсемагутны, як бы тут не хотелось бы спадзявацца на тое, Нет, что конечно. Китай, я еще раз хочу отметить, Китай, и особенно если вы читаете китайских экспертов по международным отношениям, они сами себя идентифицируют как полусверхдержава. Они себя сверхдержавой еще не считают. Но есть объективные критерии, почему они так себя не считают и правильно делают. Вот. Россия же это умирающая сверхдержава, но которая хочет напоследок устроить большой трам-тарарам и стать и таким образом, как Феникс, возродиться из пепла, я не знаю чего. Вот. Они в этом смысле они нерациональны. У них своя логика, но это логика войны, а это не логика мира. Для них экономическая целесообразность, соображение рационального порядка в этом отношении, они не работают для них сейчас. У них другая логика. Логика войны. Логика войны – это надо читать что-нибудь там Сунь Цзы «Искусство войны». Вот это то, что им сейчас нравится. А не не хорошие учебники по экономической теории или там, по макроэкономике. Нет. Искусство войны для них. Але спадарня Роза, вы на самом пачатку нашай размовы прыгадалі, як там хто здаецца Туск ці Сікорскі выставілі канкрэтна міністру замежных справаў Китая Ван І вот спісаў прэтэнзій там ці патрабаванняў ці там
тое что яны хотели бы, каб было выканана і гэтак далей. І зараз вось вяртаючыся да гэтага візіта кітайскіх функцыянераў і сустрэчы с Лукашенко, вы таксама там правильно сказали, Лукашенко адразу пачаў казаць: а что тут Беларусь, это вон Польша объявила войну Китаю, это вот они там туда идите, а сейчас вообще давайте поза вот этой публичностью и камерами пройдемте, и такое, сейчас я вам там покажу карты, откуда на Китай готовилось нападение. Гэта ўсё зразумела. І але вот вы просто як ведаеце ўсё ж таки, як там працуе у тых палітыкаў усходніх светаўспрымання. І вот як яны успрымуць гэтыя вот довады Лукашэнкі. Ну зразумела, что как бы там не повераць усяму, что яны будзе даводзіць, хотя здаецца гэты вось госць высокі кітайскі сказаў, что ён вот под вялікім уражаннем ад сустрэчы і размовы с Лукашэнкам тэт-а-на-тэт і гэтак далей. Але вынік які будзе? Вот прыедзе ён, вернется там, прыйдзе да таварыша Сі, раскажа ему, что там Лукашенко ему на картах показаў, і чаго чакаць далей? Ну, я думаю, что если они хотят всерьез быстро повлиять на ситуацию, им надо работать уже через Путина. Но это тоже, это такая история гораздо более, как это сказать, задачка гораздо более сложная даже, чем просто влиять на Лукашенко. Вот, поэтому вот и посмотрим, как они смогут эту ситуацию разрулить. Я говорила уже, что для Китая это большой вызов, их глобальному влиянию. Теперь всем становится понятным, что не до такой степени они и влиятельны, что они не так уж и быстро могут решить вопрос, какие они инструменты могут задействовать в этом случае, как они могут буквально принудить, да, этот самый, как его, Минск, выполнить условия Варшавы вот, в обход Москвы, или же все-таки с помощью Москвы. Я вам честно скажу, я не очень понимаю, как все это сейчас у них сработает, как они смогут эту ситуацию урегулировать. Возможно, они захотят предложить что-то Лукашенко в обмен на выполнение условий Польши с тем, чтобы Польша открыла границу. Вот. Возможно, что они еще и предлагают что-то Польше в обмен на открытие границы. Такие плюшки, как там, пользуясь некоторой нам известной терминологией некоторых наших с вами оппонентов, вот, какие-то плюшки они попытаются предложить. Вопрос в том, насколько эти предложения с их стороны смогут эту ситуацию переломить в позитивном смысле, потому что лично для меня открытие границы Беларуси с Польшей, да, это, ну, это необходимо, то, чего стоит добиваться, потому что это действительно так, белорусское общество страдает. И по многим параметрам, и контакты человеческие, пересечение границы, и торговля, естественно, страдает, и объединение рынка будет, и так далее, и тому подобное. То есть в этом отношении я считаю, что надо делать, конечно, все для того, чтобы эта граница открылась. Ничего хорошего я в закрытии границы не вижу. А сможет ли Лукашенко, вернее, извините, сможет ли польская сторона добиться всех своих требований, я не совсем уверена. Вопрос здесь в том, сможет ли Пекин предложить что-то белорусской и польской стороне с тем, чтобы они открыли границу и чтобы это, переломило ситуацию в позитивном смысле. Посмотрим. Мне кажется, что в ближайшие неделя-две, может быть, что-то увидим. Потому что если граница не откроется в ближайшую неделю-две и не будет никаких позитивных новостей, я боюсь, что ситуация будет либо стабильно плохой, либо еще более худшей. То есть ухудшаться. Ну, как вы говорите, закрытие границы с Латвией, возможно, закрытие границы с Литвой или частично. Там, например, они из 2 пунктов 1 пункт оставят, например. Пока динамика негативная, к сожалению. Давайте, может быть, так больш да беларускіх пытанняў унутраных, можа быть. Матахары пытаецца, ці чытала спадарыня Роза у Фейсбуку артыкул Пазняка пра Статкевіча і што яна думае на гэты конт? Я так по диагонали посмотрела.
Я хотела в этой связи, у меня была мысль написать текст про освобождение наших политзаключенных. Вот, с какого пункта гледжання. То есть у нас с вами, и вот теперь я вам расскажу основную идею, потому что, к сожалению, не нашлось, как это сказать, нет возможности сейчас это написать, поэтому я просто я проговорю, и, как всегда, подарю эти мысли слушателям нашим. Вот. А с моей точки зрения, процесс освобождения политзаключенных, на него есть 3 видения, взгляда. Первый взгляд – это, собственно, Лукашенко и его окружение. Второй взгляд – это американцы и их интересы. Третий взгляд, конечно, белорусская демократичная супольность. Значит, причем белорусская демократичная супольность выступает не единым рядом, как говорится, не всегда бывает едины в своих мнениях, но тем не менее. У нас с вами сложились уже такие достаточно стереотипные видения. Лукашенко инструментализирует политзаключенных с тем, чтобы выбить плюшки смягчения санкций. Американская сторона рассматривает освобождение политзаключенных как свою великую гуманитарную миссию и плюс ко всему как определенное добавление к треку по безопасности. Вот. А белорусская демократическая супольность, ее видение ясное, приоритет освобождения политзаключенных, есть разные взгляды, но они в целом солидарны на самом деле. Первый взгляд там относительно тактических вещей, конечно. Первый взгляд – это взгляд, который нам был больше известен. Тихановская и Латушка в более такой радикальной форме. В начале санкций, и через санкции мы сможем добиться, через давление мы сможем добиться от Лукашенко освобождения политзаключенных. Не работало, не срабатывало. Значит, второе – это значит, мнение относительно того, чтобы через переговоры, через гуманитарное, выделение гуманитарный трек освобождать политзаключенных. Во всех этих видениях на освобождение политзаключенных чего нет? Чего нет? Нет мнения политзаключенных. Все 3 видения, все 3 как бы стороны невольно объективируют политзаключенных. Они не включают в обсуждение относительно стратегии и тактики самих политзаключенных. Понятно почему. Они заключенные. Если они сидят за решеткой, то они не могут, как это сказать, принимать участие в обсуждении стратегии и тактики относительно освобождения. Но по мере освобождения мы с вами начинаем видеть формирование, как это сказать, деобъективация политзаключенных. Когда политзаключенные сами говорят о том, как бы они хотели бы видеть этот процесс. Не в смысле, как бы они хотели бы, как бы им мечталось в фантазиях. Нет, законные их требования и их законные представления о том, как это должно происходить. Об этом сказала, первая, кто об этом сказал, это была Наталья Дулина. Потом мы с вами слышали мнение после этого тех, кто уже приехал вместе с этими 38 политзаключенными. И Владимир Мацкевич об этом говорил, и Широкова говорила. То есть для них это совсем не освобождение. Одни говорят, что это депортация, другие там говорят, что это, ну, как это сказать, это пировали, да, кто-то из политзаключенных так сказал. Но это все пока еще формирующееся видение, но Статкевич, он не просто видение изложил, он действие предложил. Пока Статкевич не сел в этой зоне нейтральной, мир не видел этой проблемы. Благодаря тому, что Статкевич совершил такой невероятно храбрый, смелый, отчаянный поступок, визуализировал буквально эту проблему, что политзаключенные, они не объекты, они субъекты. И поставил этот вопрос по-другому. Это мой ответ Семену Станиславовичу. Але я тут процягну уже, может быть, вы захочете трошку дадать до своих разваг. А вот частка дымсілаў сказали, не трэба з гэтым вылазить, альбо так, альбо ніяк.
Вы хочаце ніяк, каб не было ніякага вызвалення, таму давайте не Ну, это ціснуць не продолжение, да, я понимаю, я знаю, я это видела. Это продолжение внутренней дискуссии. Политзаключенные, освобожденные политзаключенные, которые не считают это освобождением, или это освобождение считают не таким, каким им виделось. Нет, не хотелось, не фантазировалось, виделось буквально. Они на это имеют полное право. Это и есть процесс деобъективации. Это и есть процесс деобъективации. Мы должны принять эту точку зрения, эти претензии, эти требования, и, возможно, с этими претензиями, требованиями снова, как сказать, переформулировать это и говорить о том, что они имеют право оставаться в стране, и особенно тем, кто ведет переговоры, я имею в виду американской стороне. Кстати, я здесь не обвиняю американцев. Я думаю, что они были вообще не в курсе, что таким образом их буквально через шулерские приемы вовлекают в очень неблаговидную вещь. Но, еще раз повторюсь, поступок Статкевича явил миру эту проблему с этой стороны. Вот какова цена его поступка. Вот какова цена его поступка. Это, с моей точки зрения, это нельзя игнорировать. Политзаключенные, они не объекты. Их надо деобъективировать. Им надо позволить иметь свое собственное мнение и видение относительно освобождения. Я цалкам з вами згодны у гэтым, але вот скажите мне, как спецыяліст по вядзенню перамоваў, вот як гэтая сітуацыя можа паўплываць ці змяніць будучыя наступныя перамовы Вашингтона и Минска? Я думаю, что американцы будут учитывать этот компонент, потому что я думаю, что им совершенно не улыбается оказаться в той ситуации, когда они людей освобождают, а кто-то из них отказывается, потому что это освобождение, по его мнению, по мнению политзаключенного, не является таковым. Это раз. Во-вторых, вот это буквально шулерская, да, ситуация, связанная с тем, что людей вывозят за месяц, за 3 месяца до освобождения, да, просто они, пользуясь американцами и их благородной миссией, выбрасывают людей из страны. Я думаю, что они для себя это тоже уже как бы этот момент поймали. Но и самое главное, это то, что людей выбрасывают из страны без документов. Таким образом, лишая их какой бы то ни было возможности нормально легализоваться и, самое главное, в будущем вернуться в страну. А вот это уже полное безобразие. И почему это американцы не могут сказать об этом Лукашенко? И вы думаете, что в связи с этим Лукашенко остановит процесс освобождения? Я думаю, что, может быть, не стоит преувеличивать. И, может быть, стоит попробовать говорить об этом. Падтрымліваю. Я думаю, что мы працягнем гэтую тэму і будем даводзіць гэтае меркаванне таксама до наших суразмоўцаў. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба развітвацца. На развітанне я нагадаю усім подписываться на телеграм-канал спадарыні Розы Турарбекавай. Хай не так часто яна апошнім часам піша там, часу не хапае вельмі, наколькі я ведаю, шмат і працы і розных раз'ездаў, удзелаў у сур'ёзных мерапрыемствах, канферэнцыях навуковых і гэтак далей. Але тым не менш подписывайтеся, каб таким чынам даваць ёй імпэт писать як мага больш для своих 100-500 тысяч подписчиков. Ну и безумоўно подписывайтесь на YouTube канал Еврорадио, ставьте свои падабаечки, наскайте на звоночек, каб не пропустить наши наступные эфиры со спадарыней Розой Турарбекавай. До сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечно.